Это новости экономики в прямом эфире на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет встречу с представителями экспертного сообщества, чтобы обсудить с ними вопросы социально-экономического развития страны. Главной темой для дискуссии станут направления стратегического планирования для достижения национальных целей развития. В мероприятии примут участие министр экономического развития Максим Орешкин, ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Отметим, что глава Кабинета министров на днях утвердил единый план по достижению национальных целей развития России до 2024 года. Документ разработан во исполнении майского указа президента и представляет собой траектории выхода показателей, характеризующих указанные цели на плановые уровни, а также перечень инструментов и механизмов, направленных на их достижение, вне зависимости от принадлежности к государственным программам и национальным проектам. Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля. В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже рубля. В обращении находилась мелочь на общую сумму около 6 миллиардов 600 миллионов рублей. Так, в ходу были монеты достоинством в 1 копейку на 72 миллиона, 5-копеечные на 288,5 миллионов, монеты в 10 копеек составляли сумму чуть более 2,5 миллиардов, а 50 копеек свыше 3 миллиардов рублей. В пресс-службе Банка России сообщили, что этого достаточно для обеспечения наличных платежей. Более того, там отметили, что часть монет остается на руках у населения, не возвращаясь в оборот. Кредиторы якутской топливно-энергетической компании Зиявуддина Магомедова стали взыскивать долги с других его структур. Связьбанк требует 560 миллионов рублей от порт Петровск, который ранее принадлежал блок-пакет Новороссийского морского торгового порта. Как передает издание «Коммерсант», порт Петровск выступала поручителем по кредитам ЕТЭК. По мнению юристов, иск поручителю вызван в том числе тем, что в отношении ЕТЭК до последнего времени действовала процедура наблюдения, которая позволяла кредиторам получить деньги только через долгое и сложное банкротство. До сих пор кредиторы ЕТЭК пытались взыскать средства только с контролируемой Зиявуддином Магомедовым материнской структуры ЕТЭК ООО «Инвестор», но не с других активов бизнесмена, который находится под арестом с марта 2018 года. Отметим, что ЕТЭК обеспечивает газом Центральную Якутию. Основным активом является Средневилюйское месторождение с запасами около 140 миллиардов кубометров газа и свыше 7 миллионов тонн конденсата. Министерство труда и социальной защиты подготовило предложение по переносу выходных в 2020 году. Россиян снова ждут длинные майские праздники. Проект соответствующего постановления правительства размещен для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные 4 и 5 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая соответственно. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, перенос выходных дней поможет создать условия для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне-летний период. Якутия представит крупные инвестиционные проекты в сфере транспорта, сельского хозяйства и туризма на днях японского инвестора, которые пройдут в столице региона с 13 по 15 мая. Ожидается приезд представителей Министерства экономики и промышленности Японии, бизнеса, банков и институтов развития. Будут презентованы инвестиционные проекты республики. В частности, авиакомпания «Якутия» представит проект развития маршрутной сети по Японии. Компания CIBM расскажет японским инвесторам о проекте создания ювелирно-гранильного кластера на территории опережающего развития индустриальный парк Кангаласы. А корпорация развития республики презентует проект модернизации и развития российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей. В рамках Дня японского инвестора состоится запуск второй очереди круглогодичного тепличного комплекса «Саюри» в Якутске. Управляющей компанией тепличного комплекса является резидент торг Кангалас и компания «Саюри». Экспериментальный комплекс компании – единственный в мире круглогодичный тепличный комплекс в районе вечной мерзлоты, где овощи выращивают по японской технологии. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.